Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Вот таких детей выкинули в подъезд. Часто вижу комментарии, откуда столько собак в Якутске. Вот оттуда, от своих, от домашних собачек рожают щенков и подкидывают. Или везут в ППЖ умирать. Местное население не заморачивается стерилизацией. Проще выкинуть. И то, какие мучения пройдут эти щенки, прежде чем умереть, мало кого интересует. Пришлось забрать семью. Со щенками много забот, много трат. Пока вырастут. Друзья, собираем группу финкураторов. Помогите, пожалуйста. Они растут. Они требуют расходов. Пишите мне на WhatsApp. Может, кто возьмет щеночка себе в семью. Тоже пишите мне. Эй, малыши-карандаши, малыши-карандаши. Сзади спрятали вон девочку еще одну, да? А эта девочка стала жертвой стерилизации в ППЖ. Очень повезло малышке, что ее мы вытащили, потому что швы разошлись и уже загноилась рана. Погибла бы в голоде и в таком холоде с гниющей раной. В клинике обработали рану, перешили шов. Ой, вы какой ласковый, 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 да. Сейчас поедем в клинику. После, видимо, стерилки все гноится у нее здесь. Ой, из-за шва может быть. У нее, короче, после стерилки живот на животе там гноится. 23 килограмма, 23 600, 800. Еще одна бедолага была спасена из ППЖ вместе с двумя другими, уже прилетевшими скелетами. На передержке обнаружили гноящуюся дыру в боку. Видимо, что-то произошло. Еле стоит на ногах. Из последних сил пытается удержаться. Вес всего 17 килограмм. Ее состояние самое тяжелое. Надеемся, выживет. Ой, моя маленькая. Ой, ой, ой. Еще шатаемся, скажи, да, шатаемся. Шатаемся еще. Ну ничего, все, наладится у тебя. Да, все наладится. Бедненький.
убегают, убегают. Ага, вот они. Фотосессия. Оттаяли. Оттаяли. Прячутся. Вон. Прилетевшего Гардина, как вы помните, я взяла к себе. После еды из мальчишки потекло. Никакие лекарства не помогали. И ночью пришлось срочно вызывать зоотакси и нестись в клинику. В клинике обследовали. Не все анализы еще готовы. Энтерита нет, есть колит, что неудивительно. Гардин выкарабкается на лечебном корме, в тепле, я надеюсь. Так, это наш скелетик, вот прилетевший из недавних последних. Он очень худой и очень весь в какахах. Поэтому не помыть мы не могли, да, малыш? Да ты мой сладкий. Какое мы тебе имя придумаем? Идете, какой сладкий. Он только немножко отогрелся, только начал чуть-чуть кушать. Он мне очень напоминает одного песика, которого в 18 году подвесили заднюю часть на виселице за веревку. И вот он у меня есть в архиве. Хочу его найти и идентифицировать, не он ли это. Его тогда вытащили из петли и забрал в какой-то там улус мужик. Ну что такое забрал? Как забрал, так и выкинул. Может, это даже он. Да, вот мы с Аней моем в 4 руки. Да, а сейчас поведем в клинику на анализы. Потому что там желудок прилип к позвоночнику. А вон видно. Вон видно, да. Ага, ноги согнутые. Жуть. А это вот весь... Да, Варь, ходить у нас негде теперь. Весь зал там в переносках. И вот весь коридор 20 сантиметров для прохода только. Это все надо мыть. Это все пахнет. И отправлять в Якутск. Так, ну что, начало или продолжение? Вот все вот такие переноски сейчас проходят. В ванну загружаю, отмачивать или что делать. Их вот такое количество. Это оттаял лед, моча. Все вместе. Даже комментировать ничего не хочется. Мыть, упаковывать и отправлять. Утопаю в запахах. Странно, не надо разлеплять, потому что здесь ничего. Ну-ка, и что получилось? Ничего не получилось. Пупырчатая. Все неправильно получилось. Так вот это вот последнее. Значит, пока вот. Вот. Масштабы бедствия просто показываю. В какашках, в моче. Масштабы бедствия. Масштабы бедствия.
пупырчатое, чтобы вот это не раскололось. Мороз при транспортировке. Спасибо Ане, помогла помыть и запаковать переноски. Сделали сколько успели за день. Мы для каждой собаки не имеем возможности покупать новую переноску. Поэтому приходится выполнять вот такой тяжелый физический труд. Какой же ошейник тебе одеть, а? Нет, тебе этот не подойдет. Вот он сладкий. Да? Тема хорош. Так бы, скажи, и сидела. Да, жарко, что ли, тебе? Да? Вот такая у нас мордочка. Так, все, отправляю в стационар. Зовут его Гардин. Гардин, красивый мой малыш. Все, в стационар. Обследуем, кровушку сдадим. Хорошо, анализы. Потому что очень подозрительно худой. И желудок слабит его. Все. Хотя бы недельку, может, там врачи скажут, сколько ему пробыть надо в стационаре. Ой, молодец. Ну-ка покажи, какой ты довольный сидишь. Скажи, мне анализ сделали, прям в попу залезали, да? Скажи, я же взвизгну. Ай, а чё? Ой, какой ты. А чего? Скажи, я не погиб. Да, скажи, мне анализы сделали, и совсем было не страшно. Ну, немножечко, скажи, страшновато. Гардин! Малыш, иди сюда скорей. Ой, какой ты умница. Все врачам позволил, да? И зубки посмотреть, и градусник в попу, и палку какую-то в попу. Да, скажи, все дал. Ты молодец, ты такой смелый. Да, умничка. Да, молодец. Вот такой вот. Да сейчас уже будет анализ готов, да, скажи, на интерес. Сказали, без него нельзя в стационар. Да, скажи, а то вдруг я это... Но сказали изначально, что не очень-то и похоже. А когда мазочек, скажи, взяли, да, из попы, сказали, не очень похоже. Да ты молодец. Ой, какой ты. Ничего себе. Все тебе интересно. Да, все тебе интересно. Супер. Лапочку дам. Все, тест на пару отрицательный. Ура! Извините, пожалуйста. Одна полоска говорит о том, что тест сделан верно, вторая полоска, если проявилась, тест положительный. Тест отрицательный, парвы нет. Ура! Да, скажи. Я вот и лапочку дал, да? Ты молодец. Пойдем со стационара оформляться. Ну что, пойдем с тобой, да? Пойдем, малыш. Друзья, вот 4 щенка и 3 больных в клинике. Приглашаем финкураторов, деткам, щеночкам и прошу вашей помощи на оплату клиник. Пока пару дней самолетов не будет, там закончились переноски. Скоро доставят очередную партию и надо будет оплатить и продолжить вывоз, оплатить доставку переносок. Вашу помощь, любая сумма, нужна и важна для спасения жизней. Помогайте, пожалуйста. А в ППЖ еще очень много умирающих, голодающих, больных разных. И они все ждут нашей помощи.